Какое у вас ощущение после вручения этой награды? Ну, очень приятное ощущение. Я только поверил, что я стал олимпийским чемпионом. Еще раз поздравляем. Спасибо. Теперь несколько слов о том, как прошло соревнование. Я имею в виду финальную часть. Но финальная часть, вы This сами is были the final свидетелями, call, the final call for the была women's очень упорная. 800 Соперники meters. почти все были на Women's одном 800 уровне. И meters, please я от show каждого up at ожидал, the что он может call room выйти вперед. immediately. Но This is your я final получилось, что я с самого call. начала захватил лидерство, и, можно сказать, я его не отпускал до конца. Вы были уверены, что завоюете золотую медаль, самую высокую награду спорта и станете олимпийским чемпионом? Ну, я ехал сюда за медалью. Я, конечно, не ставил себе задачу там. Не то, что никакой спортсмен не скажет, что я приеду и завоюю золото. Потому что это спорт, здесь очень много свидетельств того, что просто сильные спортсмены выбывали от перенапряжений, от стрессов из-за этого. Но я ехал сюда за медалью. А как вы готовились к Олимпийским играм? Подготовка проходила нормально, в основном проходили сборы в Чехии под руководством сейчас моего тренера, который тоже сам из Чехии, живет он в Чехии. И готовились нормально, и по последним тренировкам было ясно, что я, можно сказать, на пике формы, и мы рассчитывали здесь на медаль. Еще кто вас поздравил первым? Я имею в виду, кроме спортивной делегации, которая находится в Рио на Олимпийских играх. Первым, конечно же, меня поздравил наш уважаемый президент Эмомали Рахмон. Мне было очень приятно, потому что когда тебе звонит сам президент и поздравляет с наградой, это, конечно, многого стоит. Звонил и премьер-министр, и генеральный прокурор, и для меня было это очень приятно. У вас, мы знаем, что есть очень хорошая семья. Вы им звонили или они вам? Потому что была очень глубокая ночь в это время, когда вы выступали и завершили свое выступление в Душанбе. Я им сразу позвонил, сразу после своего выступления, потому что это моя семья, которая все время меня поддерживает и которая меня, можно сказать, сподвигает делать подвиги, такие как завоевание олимпийских медалей. Ну, вы в первую очередь маме звонили, да? Маме и жене с детьми, конечно. А до начала соревнований кому звонили? Тоже у меня традиция, я всегда перед началом соревнований я звоню там, маме, звоню жене, как бы разговариваю с близкими со своими, и потом иду выступать. Два слова, значит, о своей семье. Сколько у вас детей? Ну, я женат, у меня 2 детей, мальчик и девочка. Сколько им лет? Мальчику 14, девочке 12. Теперь вы олимпийский чемпион. Вот быть олимпийским чемпионом, как вы сейчас себя ощущаете? Потому что некоторые становятся олимпийскими чемпионами, и потом, как говорится, зазнаются, что ли, или как вот выразиться? Да, есть такое. Ну, я как бы к этому отношусь просто, потому что это была мечта моего детства. Я шел к ней, можно сказать, очень много лет. И я как бы зазнаваться тут никогда не стоит. Потому что я надеюсь, что у нас в Таджикистане со временем появится еще олимпийский чемпион. Вот вы кому вообще посвящаете эту золотую медаль? Это свое самое высочайшее достижение. Ну, я, как вчера, наверное, все видели, я одел майку с портретом отца, я посвящаю, конечно, победу. Прежде всего своему отцу, которого уже нет в живых, к сожалению, и, конечно же, всему народу Таджикистана, потому что за меня болело, наверное, может, я и занял золотую медаль, потому что за меня болело больше 8 миллионов человек, и я это ощущал. Вы являетесь заместителем председателя Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Республики Таджикистан. Вот как вы оцениваете выступление других? Если брать, конечно, да, других ребят, я очень много после выступления ребят читал негативной критики со стороны болельщиков. И я болельщикам хочу просто сказать, чтобы они поддерживали наших ребят, потому что те, кто попал, кто отобрался на Олимпийские игры, они уже герои. И им надо отдать должное, что
они вошли в число тех сильнейших людей, кто представляет свои страны на Олимпийских играх. Дильшот, у вас есть возможность передать привет, свои пожелания своим поклонникам, которые ждали этого момента, не спали, и до сих пор они очень радуются, что Дильшот Назаров, известный таджикский спортсмен, в истории Таджикистана открыл новую страницу. Пожалуйста. И, пользуясь случаем, я хочу просто поблагодарить всех тех людей, кто болел за меня, кто поддерживал, кто все это время был со мной. Спасибо за все всем. И эта медаль, она не только моя, она всего Таджикистана. Еще раз от всей души поздравляем Спасибо. вас. Желаем вам больших успехов, удачи. Спасибо. Дильшот.